Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. 4 дня премьер Путин позировал перед телекамерами в роли участника автопробега Чита-Хабаровск. Новую трассу Амур, как сообщалось, Владимир Владимирович испытал за рулем Лады Калина. Рекламная акция российского автопрома, дорожных строителей и самого премьер-министра почти удалась. Забыли авторы операции Амур, что живут не во времена Потемкина и его деревень, а в эпоху цифровых технологий и интернета. Его что, не видно было там? Почему? За рулем сидел? Не он был. Не он был? Нет, не он. Эти ребята автолюбители из Забайкальского клуба внедорожников «Диверсант». И сегодня они полностью оправдали свое название. Любители джипов оказались и любителями честного видео. Запечатленный ими и опубликованный в интернете фрагмент автопробега оказался настоящей диверсией. Так все на наши деньги. Путина во время поездки сопровождала почти сотня спецавтомобилей, причем ни одного отечественного. А приметных желтых «Калин» оказалось целых 3. 2 ехали своим ходом, а 3-ю везли на платформе. Вот что пишет российская газета «Ведомости». По словам джиперов, с ними неоднократно проводили инструктаж, проверяли документы и автомобили. Их наставляли, где стоять, как держать руки, как себя вести, не идти навстречу, не подавать руки, не махать ими. Объяснили, что говорить, проверили, нет ли с собой транспарантов. Вышеуказанное могло происходить на всех 2165 километрах премьерского автотурне, предполагают автомобилисты. А расходы на всю операцию превысить годовой бюджет небольшого российского города. 4 дня работы кремлевских пиарщиков и журналистов с бюджетом телевизионного фильма пошли псу под хвост. К 2 известным российским бедам добавилась 3-я, суммирующая «Дураки на дороге». И с машинами неладно, интернет сейчас просто захлестнула критика продукции российского автопрома, и даже собранная для Путина «Калина» с 350-километровой дистанцией не справилась, пришлось менять из-за поломки. И с дорогами неудобно получилось, тут сам Путин подтвердил, что 1000 километров асфальта без инфраструктуры – проселочная дорога, а не федеральная трасса. И операция «Амур» по созданию положительного образа энергичного политика провалилась. Журналисты добросовестно цитировали Путина, который якобы обещал передать машину, на которой все преодолел, в музей АвтоВАЗа. Только какую из 3? Глупо получилось. И вот эти мастера, получается, не сколы на Калине лакировали, а российскую действительность. Алексей Михальченко, ОНТ.